Газификация Воркутинской ТЭЦ-2 завершена. Напомним, перевести энергоузел заполярного города на голубое топливо поручил Владимир Путин. С середины прошлого столетия столицу мира обогревали только с помощью угля и мазута. Сейчас экологически чистым природным газом с Ямала. Самую крупную теплоэлектроцентраль Воркуты посетил министр энергетики России Николай Шульгинов. О заполярной газификации Ольга Коняева. Ничто не вечно под полярной луной. Вот и самый северный город в Коми, Воркута, перестал жечь уголь и мазут. По поручению президента за 5 лет схема топливного снабжения города кардинально изменилась. Сначала на газ перевели водогрейную котельную, а сейчас и теплоэлектроцентраль, которая питает не только Воркуту, но и часть Инты. Это результат 5-летней совместной работы ПАО «Т+», «Газпрома», администрации города и правительства республики. Работы находятся котлы 3, 4, 7, 8, 9. Котлы работают на природном газе. Проект масштабный для региона. Инвестиции Т+ в газификацию ЦВК и ТЭЦ-2 превысили 1 миллиард 200 миллионов рублей. Объем работ значительный. Создание инфраструктуры, отводов от магистрального газопровода Баваненково-Ухта, перевод объектов на новое топливо. Сложнее всего, это, безусловно, конечно, сам непосредственно монтаж на месте, потому что это условия действующего предприятия. И это угольная станция. Надо понимать, что вот такая история. И вокруг котлов действующих, работающих. Переход на голубое топливо – это надежность энергоснабжения Заполярья, снижение аварийности на объектах, а значит стабильное тепло в домах жителей Крайнего Севера, отдаленных от центра региона. Мне, конечно, нравится, что мы в условиях Крайнего Севера или там заполярной части Республики Коми тут первопроходцами оказались, потому и в том числе, наверное, несложно. И у нас, и у партнеров «Газпрома» шел проект. Важно то, что сделали, то, что случилось. Эффект тоже уже ощутимый – это снижение негативного воздействия на окружающую среду. Вклад в экологию не только Воркуты, но всего арктического региона. За год с момента газификации центральной водогрейной котельной в городе уже зафиксировали снижение выбросов диоксида серы, мазутной золы и сажи на 40%. Хочу поздравить с этим успехом вас и пожелать вам новых интересных проектов. Желаю продолжать совершенствовать станцию, повышать ее автоматизацию для того, чтобы соответствовать лучшим стандартам. Вложение в модернизацию энергокомплекса Воркуты – это инвестиции в будущее жителей и региона, уверенность в завтрашнем дне. Мы начинаем новую страницу в жизни Воркуты, и это действительно так. И сегодняшнее событие – это еще одна запятая в этом новом, на этом чистом листе, в этой новой строке. Поэтому я искренне поздравляю всех воркутинцев и жителей республики с тем, что у нас еще одна запятая появилась в перспективе и в долгосрочной жизни нашей Воркуты. Новые этапы в жизни сотрудников ТЭЦ-2. Условия труда значительно изменились. Это работа в чистоте и на современном оборудовании с автоматизированной системой управления технологическим процессом. Сейчас у нас убавилось на 80% физический труд человека. В основном сейчас все управляется с систем АСУТП. Это, так сказать, управление котлами с компьютера. На газе вообще все намного легче, намного проще и намного надежнее. Следующий шаг – модернизация энергокомплекса в Инте. После ликвидации интоугля вопрос теплоснабжения в Приполярье встал остро. Местная ТЭЦ, построенная в 1949-м, приспособлена под уголь, а сейчас вынуждена возить его из Хакасии. Т+ планирует строительство новой водогрейной газовой котельной в Инте. Инвестиции в проект порядка 800 миллионов рублей. Срок реализации – 2023 год. Ольга Коняева, Евгений Стокос, Кирилл Нифонтов, Ирина Шумихина, телеканал Юрган.